вас поздравляю с Днем суверенитета Республики Саха-Якутия. И сегодня мы находимся в историческом парке «Россия. Моя история». В День Республики здесь открывается выставка, акция «Поступь Победы». И здесь отмечается освобождение Крыма. Это одна из первых победных операций Второй мировой войны Советского Союза. Сегодня у нас важный день. Сегодня мы отмечаем День государственности республики. И мы знаем, что год мы реализуем как год Великой Победы. И в рамках этого года мы запланировали массу мероприятий, направленных на сохранение памяти, популяризации знаний о тех событиях, которые происходили в те тяжелые для нашей страны годы. И один из проектов, который мы реализуем, это «Победная поступь». Проект, который популяризирует события последнего года Победы, которые начались с Крымской операции, которая прошла буквально за 1 месяц, когда был освобожден полуостров Крым. И дальше, собственно, пошла та победная поступь. Это такое лавинообразное движение советских войск по освобождению и Советского Союза, и Восточной Европы, вплоть до победы в Берлине. Мы уже реализуем в рамках этого проекта такие моменты, как сводки по материалам Совинформбюро, которые транслируются на информационных ресурсах и нашего исторического парка, и ресурсах наших партнеров, Саха-информационное агентство и Саха-печать, и Нацархив, и научные учреждения. Мы ведем записи и трансляцию в онлайн-режиме, и записываем это на YouTube-канал, записи этих сводок в исполнении и потомков наших воинов, и представителей студентов и школьников, учащихся наших образовательных учреждений. Это мультимедиа-контент, который мы готовим сами, который сегодня у нас на тач-панелях присутствует в историческом парке. И этот контент будет, естественно, сохраняться и использоваться для дальнейшей нашей работы. Здесь представлены как видеоэкраны. В зале купольном здесь панорама Севастопольской битвы. И также на тачах таких представлена история и участие Якутии в освобождении Крыма 1944 года. Смотрите, здесь определенный вклад якутян в победу в Великой Отечественной войны. А также дана определенная статистика по УУСам, которая говорит о вкладе победы в различных районах Республики Саха-Якутия. Они разного рода, на них можно посмотреть видеоматериалы и историю операции Крыма и ознакомиться о вкладе якутян в победу при освобождении Крыма. Сегодня здесь присутствуют ветераны и приглашенные гости. На открытии присутствуют также школьники. Начавшаяся 8 апреля 1944 года Крымская операция завершилась 9 мая 1944 года освобождением города Севастополя. А 12 мая 1944 года полным разгромом остатков города 17-й армии вермахта на мысе Херсонес. Тысячи советских воинов, в том числе по неполным данным свыше 100 якутян, отдали свои жизни за освобождение Крыма.
Сегодня мы собрались на торжественное мероприятие, посвященное памяти павшим бойцам-якутянам в Крыму в рамках проекта «Победная поступь». Слово предоставляется активисту ветеранского патриотического движения Совета ветеранов Царского округа Егорову Клавдию Георгиевичу. Наша республика образовалась в 1922 году. Уже прошло 97 лет, как мы существуем в составе России. Раньше мы входили в состав СССР. Так что поздравляю вас с этим праздником, желаю вам всего хорошего, долгих лет жизни и главное, что вы хорошо учились. Нам в данное время нужны грамотные, образованные люди, потому что будущее за вами. Мы очень надеемся на вас, что вы продолжите наши дела и наши чаяния. Спасибо за внимание. Слово предоставляется директору исторического парка «Россия. Моя история» Соловьеву Дмитрию Ивановичу. В день государственности нашей республики, один из самых важных государственных праздников нашей республики, мы решили провести такое знаковое мероприятие. Этот день является одним из тех дней, которые приближают нас к 75-летию Великой Победы. И главой нашей республики Алексеем Сергеевичем Николаевым было принято решение объявить этот год годом Великой Победы. Поэтому каждый день этого года, ну и в целом, мы должны, конечно же, уделять особое внимание сохранению памяти о тех тяжелых для нашей страны днях, годах, в которые наше Отечество огромными усилиями преодолело нацистскую машину, военную машину, в то время великой, действительно несокрушимой, казалось бы, Германии, которая проводила всю Европу и полмира. Вот. Поэтому сегодня, в этот день, мы, проводя вот эту часть проекта «Великая Победная поступь», который является проектом исторического парка совместно с нашими партнерами и с Якутским Саха-информационным агентством, и с Национальным архивом, с научным сообществом, другими нашими партнерами. Мы проводим такие вот мероприятия, сутью которых является запись видеороликов, видеоматериалов в исполнении наших кадетов, наших студентов, потомков воинов-победителей и трансляция их на всех возможных ресурсах. И эти материалы, они основаны на сводках Совинформбюро и связаны с основными моментами, приближавшими нашу победу в тот победный год. А мы знаем, что именно Крымская операция послужила началом такого уже необратимого процесса движения советских войск к победе и освобождению и Советского Союза, территории Советского Союза, и Восточной Европы, и Западной Европы, и по сути всего мира от коричневой чумы фашизма. Поэтому я вас всех сердечно поздравляю и с праздником нашим, Днем Государственности. И хотел бы пожелать всем мирного неба, потому что память о тех событиях должна стимулировать у нас, конечно, и лучшее изучение материала, относящегося к тем годам войны, но и заставлять задуматься о том, какие усилия нам нужно прилагать для того, чтобы сохранять стабильность и мир на нашей земле. Поэтому я вам всем желаю счастья, успехов, крепкого здоровья нашим ветеранам. Вот, я приглашаю всех, кто здесь присутствует. Вы вообще будете здесь как дома. Мы всегда рады вам. Приходите и проводите с интересом время здесь. Мы всегда рады вам. Спасибо большое. Как мало лет он прожил, только 20, но ведь победы больше, чем года. Как трудно умереть, чтобы остаться,
остаться в наших душах навсегда. В честь памяти павших бойцов объявляется минута молчания. Вашему вниманию предоставляем видеоролик, подготовленный музейным комплексом «Моя история. Победная поступь Крым». Крымская стратегическая наступательная операция 8 апреля по 12 мая 1944 года вошла в историю как одна из важнейших наступательных операций Великой Отечественной войны. Ее целью было освобождение Крымского полуострова, важного стратегического плацдарма на Черноморском театре военных действий, путем разгрома удерживающей Крым 17-й немецкой армии генерал-полковника Йеннеке. Значит, замысел наступательной крымской операции заключался в том, чтобы одновременными ударами войск 4-го Карельского фронта, войсками отдельной Приморской армии, в общем, нанести удар с севера. С севера это должны были наступать войска 4-го фронта, а с востока должны в общем направлении Симферополя и Севастополь одновременно ударами нанести, в общем, удар окружить, расчленить и не дать возможности немецким войскам эвакуировать из острова. Значит, эта операция была осуществлена всего за 35 дней. Ну, несмотря на скоротечность, операция наносила очень упорный, ожесточенный характер. В освобождении Крыма принимали участие около 2000 якутян. Большинство воевали в составе отдельной Приморской армии, а остальные в составе 4-го Украинского фронта. Васильев Илья Михайлович из Усть-Алданского района был призван в мае 1943 года. Воевал за освобождение Крыма в отдельной Приморской армии в качестве наводчика. Борисов Прокопий Федорович из Нюрбинского района, окончив Вилюйское педагогическое училище, работал в Арусунской школе военруком, имел бронь, но в 1943 году добровольно ушел на фронт. В составе отдельной Приморской армии освобождал Крым, был командиром, наводчиком минометного расчета, младший сержант. Егоров Михаил Гаврилевич был призван из Сунтарского района в 1943 году. Был убит в бою при освобождении Крыма 4 марта 1944 года. Жирков Гаврил Гаврилович из Намского района вспоминал: в 1943 году исполнилось 18 лет, призвали на фронт. Первый огонь войны встретил при штурме десанта на Крымском полуострове. С очень большими потерями отняли у врага маленький клочок земли и сидели в обороне. 11 апреля было общее наступление. В этот день, освободив Керчь, шли вперед, на юг, по пути освобождая населенные пункты и города ценой огромных потерь. Битва за Севастополь была самой ожесточенной. 7 мая была взята Сапун-гора. Я получил ранение в ногу.
7 мая начался штурм Севастопольского укрепленного района, имевшего многочисленные железнобетонные доты и дзоты, построенные на холмах и высотах на протяжении 9 километров. Все эти первоклассные оборонительные сооружения были прикрыты широко развитой сетью траншей, проволочных заграждений и минных полей. Хлопков Михаил Николаевич ушел в армию в июне 1942 года, танкист. Вспоминал, как в бою за Мелитополь сражался один в танке, стрелял осколочным по немецкой пехоте, был ранен и по пути в санчасть встретил 2 якутских девушек, закончивших в 1943 году Якутскую фельдшерско-акушерскую школу. Они были призваны санитарками в эвакуационный госпиталь. Встреча с земляками очень обрадовала. Недолго пролечившись в госпитале, вернулся свой 4-й Украинский фронт. Из воспоминаний Хлопкова. Наступление на Севаш было стремительным. По пути очищали города от вражеских захватчиков. В Симферополе на деревянном постаменте поставили Т-34 как памятник. Победу встретил уже снайпером. Утром советская артиллерия открыла ураганный огонь по позициям противника. Над укреплениями немецких фашистских войск появились крупные соединения наших бомбардировщиков и штурмовиков. После артиллерийской и авиационной подготовки наши войска начали штурм мощных узлов немецкой обороны. В ходе штурма командующий армией генерал армии Толбухин применил военную хитрость между массированными ударами авиации для того, чтобы силы врага вернулись на свои позиции, в наступление отправили приготовленные муляжи солдат, после чего еще был произведен массированный авиационный удар. Колесов Афанасий Яковлевич родился в 1923 году в Намском районе, призван в 1943. Воевал в боях за Керчь, Феодосию, Севастополь, Симферополь, Бахчисарай и Балаклаву. Самые ожесточенные бои были за Керчь и Севастополь. 6 мая 1944 года Афанасий писал отцу: «Я с винтовкой в руке, вещмешком, с Керченского полуострова дошел на своих двоих вплоть от мыса Севастополя. Посмотрите маршрут солдата. Здесь повсюду лежат разваленные немецкие танки, самолеты. Больше мне писать не о чем. Вернусь с победой». В ночь на 7 мая был ранен осколком гранаты в руку. На самом же деле все было так. Афанасий поймал на лету вражескую гранату и кинул ее обратно. Командир, находившийся рядом, высоко оценил поступок бойца, впоследствии подав рапорт на награждение. В результате ожесточенных боев прорвана главная полоса Севастопольского укрепленного района противника. Наши части владели важнейшим узлом обороны немцев Сапун-горой. Противник предпринимал буквально все меры, чтобы спасти положение. Немцы бросали в контратаке пехоту, танки и самоходные орудия. Против наших наступающих войск они использовали все свои огневые средства. Однако удар советских войск был настолько ошеломляющим, что противник понес тяжелые потери и оставлял одну позицию за другой. Только в районе Сапун-гора истреблено свыше 4000 гитлеровцев. Взорвано 36 дотов и 27 дзотов. Тимофеев Павел Гаврилевич из Сунтарского улуса. С 1931 года работал учителем шиитской школы. В июле 1943 года был призван на фронт. Бои для него начались в апреле 1944 года, когда после продолжительной артподготовки советские войска атаковали Керчь. Павел Гаврилевич вспоминал: враг отвечал огнем из артиллерии и минометов. Самолеты бомбили без остановки. От разрывов снарядов и мин гремела земля. Автомат в моих руках был раскален. В бою за город Керчь я был тяжело ранен. В эти дни многие из однополчан погибли. Захвачено много пленных и трофеев. Развивая успех, советские бойцы выбили немцев из ряда высот и опорных пунктов и завязали бои на ближайших подступах к Севастополю. Голиков Николай Иннокентьевич из Татинского района, 1919 года рождения. Перед штурмом Сапун-горы командир дал приказ: утром артиллерия откроет огонь, после чего пехота пойдет в атаку. Твоя задача – открыть беспрерывный огонь по амбразуре врага, расположенной на вершине горы. Командир батальона поблагодарил меня перед строем. Голиков сыграл решающую роль, его пулемет стрелял безотказно, что способствовало нашей победе.
течение 9 мая в Крыму войска 4-го Украинского фронта при поддержке массированных ударов авиации и артиллерии штурмом овладели крепостью и важнейшей военно-морской базой на Черном море городом Севастополь. Советские артиллеристы выдвинули на побережье до 60 орудий и прямой наводкой уничтожали вражеские суда, находившиеся в северной и южной бухтах. Тем временем советские пехотинцы и танкисты при поддержке массированных ударов авиации и артиллерии пошли на штурм внутреннего севастопольского обвода, последнего железно-бетонного оборонительного рубежа немцев на ближних подступах к Севастополю. Эверстов Игнатий Степанович был призван в армию в 1943 году. В боях за Керчь был назначен писарем командира горнострелкового полка. Когда погиб предыдущий писарь, полковник заставил всех написать диктант, и лучший результат по русскому языку показал рядовой Эверстов. Вспоминал случай. К ним на учениях в его часть приехали военруки. Игнатий подошел к делегации и увидел своего двоюродного брата Гаврила. Радости не было предела. В наградном листе написано: в боях за освобождение Крыма от немецких захватчиков показал себя храбрым воином. В бою за безымянную высоту он первым добрался до огневой точки противника и гранатами уничтожил ее расчет, что способствовало беспрепятственному продвижению стрелковых подразделений. При отражении контратаки своего личного оружия уничтожил 5 немецких солдат. За проявленную отвагу в выполнении боевой задачи Эверстов был удостоен правительственной награды Ордена Красной Звезды. При взятии той самой безымянной сопки из роты осталось только 4 человека. Советские части разбили немецко-фашистские войска, оборонявшие внутренний обвод, заняли Малахов, Курган, Слободу Корабельную, Слободу Рудольфову и ворвались в центр города. В ожесточенных боях наши войска разгромили противника и полностью освободили от немецко-фашистских захватчиков город русской славы Севастополь. Дмитриев Семен Максимович из Мегино-Кангаласского района был призван в августе 1942 года. Назначен наводчиком 82 мм батальонного миномета, освобождал город Керчь. Вспоминал: находился в первом десанте на боевом катере. После этого мы были брошены на штурм знаменитой впоследствии деревни Чернушки. В этом бою Александр Матросов своим телом закрыл амбразуру вражеского дзота. Ему посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Я был ранен, отправлен в госпиталь. После госпиталя освобождал города Севастополь, Симферополь, Ялта и другие. Разгромлена крымская группировка немцев, и Крым полностью очищен от немецких захватчиков. Противник понес полностью огромные потери в живой силе и в технике. Иванов Павел Алексеевич был призван в 1941 году из Сунтарского района. Вспоминал: большая битва произошла в 15 километрах от Севастополя. Был переход с горы на гору. 5 мая наша часть не смогла взять одну сопку с 6 утра до 3 часов дня. Наша рота пошла на подмогу. Смотрю, наши бегут снизу, а их убивают сверху. Мы вдвоем поползли наверх, приблизились на 20 метров. Над нами безостановочно стреляет станковый пулемет. Рядом оказалась яма, я спрятался в ней. Товарищ перешел на мое место, подкинул мне противотанковую гранату. Выкинул ее на центральный пулемет, тот полетел наверх. 2 маленьких пулемета взорвал маленькими гранатами. Сговорившись с другом, вошли во вражеский окоп и разбросали гранаты. Вошли наши. Пробежали 3 километра, нам дали приказ штурмовать вторую сопку. Я уничтожил 3 ручных пулемета и 1 ротный миномет, за что был награжден орденом Красной Звезды. В 1941-1942 годах советские войска в невиданно тяжелых условиях 250 дней обороняли Севастополь. Длительная героическая оборона Севастополя в 1941-1942 годах Красная Армия показала непревзойденный пример мужества и храбрости. В мае 1944 года Красная Армия, в 3 дня овладев крепостью и военно-морской базой Севастополя, одержала еще одну славную победу. Я в основном смотрел журнал «Боевик» действий, да,
вот, наших повозок. И журналы потери, безвозвратных потерь воинов-якутян. Вот, они значатся, потом там много списков погибших без указания, откуда они родом. Вот это в этом была большая сложность. Вот. Ну, в общем-то, вот книга вышла тиражом 500 экземпляров. Вот здесь включены списки воинов-якутян, погибших при освобождении Крыма. Они у меня, в общем-то, в список вошли более 100 тысяч человек. Кроме того, я составил список воинов-якутян, вернувшихся живыми. Их у меня 29 человек. Вот. К сожалению, сейчас у них живых почти никого не осталось, к сожалению. С января по апрель 1944 года, в период подготовки боев за Керченский полуостров, Перекопский перешеек, погибло много якутян. У большинства погибших дата смерти приходится именно на период январь-апрель 1944 года. По неполным данным, из 113 погибших в Крыму якутян, 50 человек погребены на Керченском полуострове. Мы всегда должны помнить доблестный подвиг наших земляков, сражавшихся за сегодняшнее мирное небо. Вечная память павшим и вечная благодарность живущим героям Великой Отечественной войны. Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей.